От компьютеров, интернета и коммуникаций до изображения, видео и звукозаписи. От медицинской, образовательной и промышленной сфер до искусственного интеллекта, роботов и метавселенной. Цифровые технологии преобразуют информацию нашего реального мира в цифровые формы. Тем самым делают информацию более стандартизированной и автоматизированной. Это способствует более эффективному развитию нашего общества. Если взять в качестве примера медиаиндустрию, то цифровые технологии позволяют реализовать обработку мультимедийной информации. От радио и телевидения до онлайн-платформ. Теперь можем передать информацию зрителям в разнообразных формах, что значительно повышает эффективность нашей работы. Например, с помощью цифровых технологий мы можем создать виртуальную студию и менять задние фоны по мере необходимости. Ну или использовать технологию искусственного интеллекта, я могу поменять свою речь на разные языки в один клик. Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас вы смотрите телеканал You are now watching the Russian channel. Благодаря быстрому развитию 5G в Китае во время зимних Олимпийских игр в Пекине мы с коллегами провели прямой эфир в вагоне высокоскоростного поезда с помощью связи 5G. Конечно, использование цифровых технологий – это нечто гораздо больше. Китай уже построил крупнейшую в мире сетевую инфраструктуру, а по объему транзакций электронной коммерции и масштабам мобильных платежных операций занимает первое место в мире. Я также своими глазами видел и пробовал, как цифровизация приносит пользу людям во всех областях. Итак, экзоскелет помогает человеку, у которого проблема с ногами, нормально ходить, бегать и даже подниматься по лестнице. Беспилотные автомобили, которые могут ездить самостоятельно, без человеческой помощи, уже освобождают наши руки и делают жизнь проще. Также здесь, в Китае, я еще побывал в супермаркете будущего. Они работают в онлайн и офлайн режимах. Даже ценники в магазинах цифровые. Для того, чтобы узнать всю информацию о товаре, покупатели сканируют QR-код, расплатиться наличными в магазинах невозможно. Оплата только через электронный кошелек. Сотрудничество в области цифровой экономики и научно-технических инноваций между странами ШОС соответствует шанхайскому духу и идет в ногу со временем. Давайте взглянем на стратегии развития цифровых технологий в разных странах ШОС. Наш мир меняют цифровые технологии. Они двигают мир вперед. Таджикистан не исключение. Наша республика с внедрением соответствующих стратегий и программ по внедрению цифровой системы в стране в ближайшее время займет свое место среди стран, развитых в этом направлении. В Таджикистане в эти дни ускоряются реформы в сфере связи, обеспечивается поэтапный переход на цифровую экономику и цифровые услуги во всех сферах. Создаются промышленные зоны. Повсеместно внедряются инновационные методы производства. Оплата за коммунальные услуги, налоги, госпошлины для выдачи разрешений и лицензий. Штрафы и другие виды государственных услуг производятся только с помощью банковских карт или мобильных кошельков. В Республике Таджикистан процесс цифровизации в сфере производства продолжается бесперебойно. Все создающиеся производственные предприятия оснащены новыми технологиями производства, цифровыми системами управления и приобрели высокие возможности. Цифровизация в сфере образования. В этом случае необходимо высказать мнение, что система цифровизации в образовании основывается на том, что все классы средних и высших учебных заведений страны оснащены современными компьютерами, используются в процессе обучения электронные доски, а родители уже свободно пользуются инструкцией электронной программы и получают информацию об успеваемости своих детей и так далее. Также требуется подчеркнуть подготовку новых специальностей, которые появляются на рынке труда в процессе цифровизации экономики Таджикистана. Процесс в сфере здравоохранения наблюдается во всех странах мира, и Республика Таджикистан не остается в стороне. Следующей разработкой является увеличение количества электромобилей и беспилотных транспортных средств, в том числе общественного транспорта, электробусов и электротроллейбусов. Внедрение электромобилей в Республике Таджикистан, в том числе электробусов, электротроллейбусов и частных электромобилей, считается целесообразным. Цифровизация банковской системы занимает лидирующие позиции. Разрабатываются и внедряются электронные платежные приложения, такие как Амунатбанка, платежная система Алиф, Вонкиесхата и Хумо. Расширяются возможности по безналичным платежам в магазинах, на рынках, в системах оплаты коммунальных услуг, погашения кредитов,
перечисления денежных средств как внутри страны, так и за ее пределами. Внедрение интернет-банкинга дало возможность предпринимателям сократить расходы финансов и время по использованию банковских услуг. Практически во всех жизненно важных отраслях страны ведется система цифровизации. Следует отметить преимущество системы оцифровки, возможность найти место на мировых рынках, повышение производительности труда и повышение конкурентоспособности экономики, снижение себестоимости продукции, создание новых рабочих мест. Казахстан можно смело назвать лидером в Центральноазиатском регионе по уровню цифровизации. Ну а если говорить глобально, то, например, по индексу качества онлайн-услуг страна занимает 8-е место в мире. Роботы-официанты обслуживают гостей в ресторанах, цифровой ведущий делает рутинную работу в кадре на ТВ, а вся жизнь казахстанцев сегодня заключена вот в таком смартфоне, где через приложение можно производить оплату за товары и услуги, можно заказать билеты, авиа, ЖД в театр, музей, кино, выбрать и купить тур, онлайн встать в очередь в детский сад и даже воспользоваться услугами нотариуса. Все онлайн, сидишь на работе дома, все оплачиваешь и получаешь, очень удобно. Разумеется, стоит упомянуть искусственный интеллект, тот же чат GPT, генераторы разных изображений. Я тоже работаю в сфере масс-медиа, и эти сервисы мне довольно помогают. Рынок финтеха и банковского сектора – один из самых быстро развивающихся в стране и крупнейший в Центральной Азии. Открыть счет, вести контроль за движением средств на карте ребенка, открыть депозит – все это делается онлайн. Чтобы получить кредит, достаточно оставить заявку через мобильный банкинг, и в течение минуты искусственный интеллект примет решение. В целом следует отметить, что Китай является мировым лидером по финтеху. С 2002 года они внедряют эти технологии. Соответственно, здесь, в Казахстане, мы также этим занимаемся. По банкингу, по онлайн-банкингу и по технологиям у нас также проводят очень много операций. И на сегодняшний день весь тот судный портфель, который оформлен в виде потребительских займов, большая доля является онлайн-кредитованием. В режиме онлайн наши граждане оформляют кредиты. В конце мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о цифровизации. В одном из положений уделено особое внимание борьбе с интернет-мошенничеством. Обеспечить цифровую безопасность, обозначить правила и нормы развития искусственного интеллекта – это общие задачи для всех стран. Поэтому данный вопрос – один из ключевых в повестке саммита ШОС в Астане. Проникновение цифровых технологий в повседневную жизнь раздвигает привычные границы бизнеса, меняет целые отрасли, переворачивает рынки. И особого внимания заслуживает с этой точки зрения Кыргызстан. Благодаря тому, что в Кыргызстане в течение последних 5 лет были внедрены лучшие практики цифровизации Эстонии, Италии, Швейцарии, в частности в сфере образования и госуслуг, министерства страны полностью перешли на электронный документооборот. На сегодняшний день тысячи кыргызстанцев, используя онлайн-услуги министерств, учреждений и коммерческих организаций, получают нужные документы или справку в электронном формате за считанные минуты. Согласно данным Минцифры, в ЦОНах страны в этом году среди граждан наблюдается снижение спроса на справки. И в большинстве своем это стало возможным благодаря системе межведомственного электронного взаимодействия «Түндүк», который обеспечивает полноценный обмен данными между министерствами, учреждениями и гражданами. То есть госорганы или банки автоматически получают необходимую информацию через систему. В Кыргызстане информационные технологии обретают широкую популярность и в сфере обслуживания. Отечественные IT-специалисты разработали виртуальный голосовой помощник, который распознает речь на кыргызском языке. Этот голосовой робот можно применять в банковской сфере. Его могут использовать операторы мобильной связи для обслуживания клиентов. Также с 2022 года иностранные граждане и лица без гражданства могут пребывать на территории Кыргызстана без регистрации по месту пребывания и наличия разрешительных документов для работы, получив статус «цифровой кочевник». Соискателем статуса «цифровой кочевник» могут выступать граждане Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Российской Федерации, осуществляющие деятельность в сфере цифровых технологий. В
стране реализуется проект Digital Касса, где касса – это страны Центральной и Южной Азии, в рамках которого проводятся волоконно-оптические линии связи. Проект направлен на улучшение цифровой инфраструктуры страны и считается важнейшим этапом в цифровизации в Кыргызстане, цель которой – создание прозрачной электронной системы госуправления. Вместе с этим в рамках проекта планируется обеспечить широкополосный доступ в интернет для 4000 государственных учреждений. Это больницы, образовательные учреждения и другие объекты социального значения. В 2019 году было подсчитано, что в мире существует почти 2,5 миллиарда голосовых помощников. В этом году прогнозировали подсчет роста количества ассистентов до 8,5 миллиардов. Это больше, чем само население мира. В Узбекистане работают над тем, чтобы пополнить количество за счет собственной разработки. Необходимость создания ассистента, говорящего на узбекском, назрела давно. В стране активно используют помощников от Google и Яндекс. Причем они имеют свои голоса на узбекском, в таких приложениях, как навигация, к примеру. Но свой национальный помощник, работающий на собственном приложении, востребован как никогда. В эпоху глобального развития искусственного интеллекта без него не обойтись. Мухлиса – одна из рожденных недавно узбекоязычных помощниц в онлайн-пространстве. Исконно узбекское имя в переводе означает «поклонница», на современный лад – это «фанатка». Сколько фанатов у приложения будет в реальном мире, покажет время. Для этого разработчики единого интегратора по созданию и поддержке государственных информационных систем компании УЗ-Инфоком работают, прилагая большие умственные усилия. Мухлиса уже используется в различных государственных сервисах, в частности, помощник доступен на едином портале интерактивных государственных услуг и прежде всего помогает людям с ограниченными возможностями правильно ориентироваться в сервисах. Без программы распознавания лица и идентификации личности не работает ни одно платежное приложение, ни один банк, ни один правоохранительный орган, даже личные современные гаджеты сегодня работают только на лицо Face ID своего владельца. Еще один сервис, разработанный отечественными разработчиками для осуществления финансовых операций в банках или мобильных приложениях, My ID Vision. Его называют флагманским решением УЗ-Инфокома. В последние годы цифровая трансформация экономики и использование современных IT-технологий стали наиболее актуальными направлениями глобального развития. Азербайджан активно участвует в этих процессах, создав Центр анализа и координации 4-й промышленной революции Форсим, инкубационные центры, стартапы и мощные дата-центры, а также внедрив систему G-Cloud. В стране формируются компоненты IT-экосистемы в таких сферах, как промышленность, энергетика, транспорт, создаются умные города и села. Эти задачи согласуются со стратегической программой «Азербайджан-2030» «Национальные приоритеты социально-экономического развития». Прогресс базируется на ускоренном развитии цифровой экономики, расширении инновационных производств и сектора услуг. В центре внимания создание условий для ускорения развития человеческого капитала, включая софтверный бизнес и стартапы. Формирование цифрового пространства Форсим нацелено на повсеместное использование высоких технологий и искусственного интеллекта в промышленном производстве. В текущем году запланированы первые мероприятия в этом направлении, включая финансирование государством создания кластера «Апшеронская долина». Он призван поддерживать инновации в приоритетных областях экономики. А в рамках программы Smart City в Баку, Гянджи и возрождаемых городах Карабахского региона вводятся в строй цифровые системы управления умными городами и селами. При этом учитываются компоненты зеленой энергетики и энергоэффективных технологий в коммунальном секторе. В перспективе в столице будет реализован проект City Digital Twins. Это виртуальная модель городского пространства, его коммуникаций и иных систем. Отображая изменения в режиме реального времени, она позволяет эффективно управлять городской инфраструктурой с помощью технологий Smart City. Таким образом, развитие цифровых технологий в Азербайджане является важным направлением, которое способствует модернизации экономики, повышению качества жизни и укреплению позиций страны в глобальной экономике. Спасибо коллегам за то, что поделились информацией с нами. Наш мир уже вступил в эпоху перемен и глубоких трансформаций. С каждым днем углубляется взаимосвязанность и взаимозависимость всех стран. Мы должны работать сообща, чтобы выстроить открытую и взаимовыгодную модель сотрудничества в области цифровых технологий и способствовать развитию ШОС
и в конечном итоге принести пользу народам всех стран. На этом у меня все. Спасибо за внимание. До встречи.